скачать потом с видеозала. Вот так, да? Ну да. Достаточно. Так, еще минуточку у нас есть. Добрый день, уважаемые слушатели! С вами сегодня учитель-логопед Виктория Викторовна Ушанова из города Воркуты и Марина Владимировна Евдокимова, учитель-дефектолог. Пожалуйста, если слышно хорошо, видно хорошо, поставьте нам какие-то знаки, да? Напишите, пожалуйста, в сообщениях. Хорошо ли все слышно? Да, плюсики можно поставить. Плюсики можно, да, восклицательные знаки. Ага, все слышно, отлично, спасибо. Итак, тема сегодняшней консультации – организация детского творчества как способа познания окружающего мира детей с ОВЗ. Тема достаточно глубокая, долгая и интересная, но мы вкратце сегодня поговорим о разных методах и приемах воздействия с помощью творчества на детей с особыми образовательными потребностями. Итак, выдающийся российский психолог Давыдов Василий Васильевич в свое время говорил: творчество является уделом всех, оно является нормальным и постоянным спутником детского развития. Творчество – это умственная гимнастика, это ключ для развития мышления, это свобода деятельности и мысли. Это непременное условие успешной самореализации личности, позволяющее проявить себя в разнообразных жизненных ситуациях в современном мире. В творческую деятельность необходимо вовлекать детей. Чем раньше, тем лучше. И, конечно, творчество играет огромную роль в жизни человека, тем более в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В процессе творчества у ребенка с потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности. Возникает чувство внутреннего контроля, порядка, активно строятся индивидуальные социальные контакты. Также творческая деятельность помогает справиться детям с негативными переживаниями, внутренними трудностями, которые кажутся для ребенка совершенно непреодолимыми. Детям с ограниченными возможностями здоровья легче выразить свои чувства, переживания, эмоции с помощью зрительных образов, чем вербально, то есть чем словесно. Да? Для этого подходят такие техники, как пластилинография, рисование руками, создание коллажей из различных сыпучих материалов. Одной из таких техник, снимающих напряжение и развивающих сенсорные эталоны, вам сейчас продемонстрирует Марина Владимировна. Техника называется «рисунок на файле». Так, уважаемые коллеги, сейчас мы посмотрим, насколько будет освещенность нам позволять. Либо мы включим дополнительную лампу. Так, сейчас попробуем вот так вот. Рисунок на файле – это такая находка современного нашего времени. Так, посмотрите, видно, да, наверное, видно. Может быть, темновато? Вот так, Виктория Викторовна, или отсвечивает? Ну-ка, давай. Итак, нарисовала я на листе гусеницу при помощи маленьких стаканчиков и капнула в центр каждого кружка гуашь. Обыкновенная гуашь, ну, вот у меня серебряная и золотая гуашь. Каким образом мы рисуем? Пальчиком ребенку предлагается распределить. Так, сейчас я подержу тут еще. Распределить эту краску, размазать ее, как бы немножко раздавить. Таким образом раскрасить вот этот вот кружочек. Техника очень интересная, завораживающая. Она не пачкает пальцы. Очень хороша для детей, которые боятся испачкаться. Да. При этом она может соотнесение цвета и формы предмета, да, развивает сенсорные эталоны цветовые, ощущения приятные от размазывания
краски по листу. Да, маленькая такая красочка катается, там шарик. У нас гуашь сегодня получилась очень свежая, она жидкая-жидкая. Бывает, если немножечко загустела гуашь, она более упругим комочком, приходится прилагать больше усилий. Ну, такая вот гусеничка получается. Посмотрим ее как-то в темноте получается. Ну, ладно. Значит, сейчас мы сменим. Единственное, что, уважаемые коллеги и родители, для того, чтобы заготовить вот такую вот как бы заготовку для рисования, что нам нужно? Мало того, что нам необходимо нарисовать, да, некоторое изображение, накапать в центр крупные горошинки такие, как мелкая вишня, да, ну как это, как крупная рябинка, вот такая красочки. Нам необходимо еще правильно ее файл поместить. Для этого файл мы приоткрываем и дуем в него. Он лежит на столе, а мы немножко поддуваем, образуя некую полость такую, чтобы лист с готовой краской въехал туда, не дотрагиваясь до верхнего слоя файла. Иначе размажется все, как и у меня вот этот вот кружочек, если честно, размазался. Значит, дальше. Сегодня еще покажу вот один такой цветок. Он более яркий, насыщенный, да. Мы можем делать, значит, давать ребенку задание. Например, малышу при изучении цветов. Мы сейчас будем с тобой красить, мой хороший, красный. Где красный? Покажи, где красный. И ребенок должен выбрать. То есть мы можем решать здесь некоторые задачи, да, некоторые задачи коррекционные, изучая, закрепляя цвет. Вот краска яркая, посмотрите, какая красота, как ярко получается. Не знаю, у нас очень ярко, может быть, не освещение недостаточно. Здесь нужно стараться также не выйти за контуры, хотя это не всегда удается даже взрослым учителям, да, Виктория? Вот, получается красивый яркий рисунок, и вы понимаете, никаких проблем, никакой воды, никакой грязи, ничего не запачкано нигде. И получается красотища. Можно рисовать вот такие подарки, они остаются, засыхают, ничего с ними не случается. То есть эти рисунки хранятся, ну, как бы уже упакованными. Вот это наша современная такая, да, вещь, файл, способен нам помочь. Такой метод прививает творческие способности у детей, даже самых маленьких, да, там от 2 лет и меньше даже. Дают возможности самореализоваться даже в таком простом, но интересном деле. Кроме того, некоторые дети с ОВЗ ограничены или вообще лишены возможности говорить или слышать. Тогда единственным инструментом, проясняющим интенсивные чувства и эмоции, оказывается невербальные средства. Немалое значение имеет тот факт, что творчество позволяет ребенку выражать негативные чувства, такие как злость, обида, ненависть, зависть, в социально приемлемой манере, ликвидируя их полностью или понижая их активность. Для этого подходят такие техники, как валяние из шерсти, иголкой, да, по шерсти там очень удобно формируются формы, и ребенок может даже тоже в маленьком возрасте, с 5 лет уже начиная что-то навалять, да, интересное. Лепка из пластичных материалов, здесь имеется в виду и не только пластилин, но и тесто, и глина, и какие-то заменители теста, да, полимерные. Сюда же относится изготовление свечей, мыла. Это продукты, которые для творчества продаются в каждом магазине канцтоваров, да, и они очень доступны детям. Если ребенок нерешительный, боязливый, застенчивый, для него очень полезна творческая деятельность. Она независимо от сюжета позволяет ребенку выйти из состояния зажатости, раскрыть свои потенциальные возможности. Дети с ОВЗ не могут выразить свои переживания и страхи. Поэтому, ну вот, например, как обычно дети, они их в игре выражают, да? А дети с ОВЗ не совсем умеют играть, и поэтому им сложно свои страхи и свои эмоции передавать в игре. Это приводит к возрастанию эмоционального напряжения, к возникновению поведенческих проблем. Очень часто родители, сталкиваясь с поведенческими проблемами, не понимают, откуда они берутся. А это как раз от того, что ребенок не может выражать свои эмоции и негативные чувства проявлять, да, не может их убирать какими-то доступными ему методами. Так здесь становится серьезным препятствием, поведенческие проблемы становятся серьезным препятствием в развитии ребенка. Огромный потенциал в решении именно поведенческих проблем заключен в изобразительной и декоративной деятельности. Используются нетрадиционные техники.
витражи, коллажи пуговиц, рисование пластилином, свечой, папье-маше, различного рода комбинированные аппликации. На слайде сейчас представлены такие техники, как рисование льдом, очень интересно, и рисование на самом льду. Посмотрите, какие красивые переливы красок получаются, соцветий, да, разных, и настроение у ребенка улучшается, и он может себе эмоциональную стабильность приобрести. Ну и более подробно о рисовании на прозрачном мольберте вам расскажет Марина Владимировна. Так, сейчас я включу презентацию другую про прозрачный мольберт и немножечко подробнее вам расскажу, что же это такое. Наверное, возможно, уважаемые родители, коллеги, вы уже... Так, что же это такое за белый файл? Вы уже встречали... А почему у меня не показывает презентация? Виктория Викторовна, вы не загрузилась? Нет, я думаю... сейчас мы ее отмотаем. Это почему-то в конец перемоталось. Возможно, вы уже видели... Возможно, вы уже даже и попробовали сами работать или использовать дома такое замечательное изобретение, как прозрачный мольберт. Это вот представляет из себя такой мольберт с оргстеклом. То есть это безопасно, да, это не разобьется, это стекло, оно достаточно прочное, это пластик такой своего рода. Мольберты бывают разного размера. Они бывают настольные, формата А4, А5, либо они бывают большие, напольные, как вот сейчас на слайде вы видите. Замечательно, по-другому совсем выглядит рисунок, выглядит процесс рисования на мольберте прозрачным, потому что, во-первых, это вертикально, да, мы не так часто с детьми рисуем на вертикальном поверхности, да, в основном это горизонтально. Очень рекомендовано и полезно рисование на вертикальной поверхности и рисование на прозрачном мольберте детям с нарушением зрения. Не только детям, понятно, и взрослым, подросткам. Это при расходящем косоглазии, при различных нарушениях зрения, при дальнозоркости и при миопии, близорукости. То есть различные нарушения зрительного анализатора, как бы мольберт показан в данном случае, так как это является вертикаль. Дальше, значит, способов рисования и задач великое множество. Давайте мы сейчас вот немножечко эту небольшую презентацию, это фотографии из интернета, посмотрим. Пожалуйста, рисование в паре. То есть коммуникация здесь вынуждена. Ребенок может не один являться творцом данного какого-то, да, сюжета, изображения. Он может, общаясь совместно в группе, в малой компании, в паре, работать и совместно изображать. Пожалуйста, рисование ладошками. Вы видите, какая прекрасная рябина, листочки рисуют девочки. Они согласованно рисуют. То есть нужно договориться. Я рисую ветку, ты рисуешь листья. Происходит коммуникация, происходит возможность договориться, межличностные отношения улучшаются при такой работе. И позволяет это за короткое время какую-то невероятную фантастическую картину нарисовать сообща. Дальше, посмотрите на слайде, мы видим педагогов. Возможно, это педагоги в коллективе, дошкольном, да, наверное, там школьном. Возможно, это группа родителей. То есть возраст не имеет значения при рисовании на прозрачном мольберте. Потому что кто, как не мы с вами, знаем, что такое эмоциональное, профессиональное выгорание. Откуда нам брать силы для творчества, для работы, для эмоций, которые мы все время должны отдавать. А работа с краской, работа вот таким интересным способом, она приносит небольшую такую отдачу, дает эмоциональную разгрузку, позволяет подпитаться немножечко и получить своего рода силы. Это вообще здорово. Действительно. Потом посмотрите, реабилитация пожилых людей, реабилитация после инсультных состояний, различных психологических аспектов. То есть используется психологами широко работа на мольбертах в домах престарелых, в центрах реабилитации, опорная двигательная терапия и так далее. То есть все возраста активно. Ну, конечно, это и пространственная ориентировка, и собственного тела, ощущение собственного тела, да, поднять руку, куда ее направить. Да-да-да. Затем рисование портретов.
пожалуйста, видишь перед собой лицо своего друга, обводи его, и вот ты портретист. Это весело, здорово. Да. Вот, кстати, рисование в парах очень хорошо практикуется для детей с аутистическими чертами, так как ребенку сложно найти какие-то методы, которые будут на взаимодействие друг с другом направлены. А вот мольберт, он помогает ребенку с аутизмом, да, увидеть партнера, увидеть его изображение, да, и нарисовать или создать что-то вместе сообща. Ту же ладошку обвести, тот же ты будешь наверху рисовать, я внизу. То есть сквозь стекло с прозрачным основой мольберта, да, ребенок начинает замечать соседа и начинает хоть как-то с ним взаимодействовать. Да, вовлекаясь в творческий процесс взаимодействия. То есть опосредованно, да, в данном случае, получается, мольберт у нас является инструментом сближения ребенка с нарушениями поведения, с нарушениями коммуникации, которому сложно и порой невозможно заметить что-то либо из окружающего. И в интернете есть достаточно много видео, мастер-классов педагогов, которые работают с детьми-аутистами. Если интересно, можете посмотреть, подчеркнуть информацию об этом. Следующий файл. Вот, пожалуйста, совместное тоже рисование, когда один пейзаж, времена года это, либо какая-то конкретно заданная картина рисуется сообща. С двух сторон мы тоже это используем с Викторией Викторовной в своей работе. Немножечко позже об этом покажем. Вот, значит, возможность, хотела вот сказать про эту фотографию, про этот слайд. Для застенчивых детей, которым очень сложно включиться в коллективную работу и порой даже взглянуть на собеседника и на партнера по игре. Такие дети есть, зажатые, с нарушениями сильными общения. Вот данная работа, например, нарисовать портрет, разговаривать не надо, да, рисуй себе и рисуй, но возможность при условии портретного рисования взглянуть на на того, да, модель, как бы кто-то там является моделью, просто рассматривая, вроде бы как ты не просто рассматриваешь, а ты в работе рассматриваешь, является таким вот уважительной причиной для того, чтобы поднять взгляд и посмотреть на лицо. Это тоже является как бы работой психологов, но немаловажным. Так, вот закончилась наша презентация. И сейчас о том, как мы с Викторией Викторовной используем прозрачный мольберт в нашей с ней работе подгрупповой, коллективной, видеоролик мы вам покажем небольшой. Так, мы уберем звук наш. Прозрачный мольберт специально разработан для арт-терапевтических занятий. Это эффективный способ решения многих психологических проблем при помощи творческого самовыражения. Рисование по стеклу способствует развитию познавательной сферы, произвольного внимания, эмоциональной и образной памяти, развитию общей и мелкой моторики. Рисунок помогает эмоциональной проработке опыта. В процессе создания красочных картин на поверхности мольберта активно развивается воображение, которое является эффективным способом познания и усвоения окружающего мира, одной из важнейших предпосылок развития творческого подхода к решению жизненных задач и адаптации к окружающему миру. Наибольшая эффективность применения прозрачных мольбертов отмечена в развивающих и коррекционных программах для детей дошкольного и школьного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также в коррекции детско-родительских отношений и профилактике профессионального выгорания специалистов. Прозрачный мольберт успешно применяется для арт-терапевтической работы с широким спектром психологических проблем, почти не имеет противопоказаний, удачно интегрируется в коррекционные, развивающие, реабилитационные программы для взрослых и детей. Особенно данный инструмент полезен специалистам, работающим с детьми, практическим психологам, арт-терапевтам, педагогам, дефектологам, логопедам, воспитателям, преподавателям творческих кружков и секций. Прозрачный мольберт выполнен из натурального дерева и оргстекла, имеет широкие устойчивые ножки-опоры, мобилен. Для работы используются пальчиковые краски, гуашь, а также инструменты для изотерапии и развивающих упражнений, кисти, тычки, маркеры, валики для закрашивания.
Преимущество мольберта в том, что он является универсальным инструментом в работе разных специалистов и не требует специфических знаний и профессиональных умений. Может быть использован с двух сторон, так как он прозрачен, что значительно расширяет возможности достижения результатов, может сделать процесс интересным, нестандартным, а значит привлекательным. Мольберт может быть использован как в индивидуальной, так и в групповой работе. Его размер допускает одновременное участие нескольких человек. В нашем дошкольном учреждении этот инструмент стал неотъемлемой частью интегрированных занятий специалистов, а также в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ. Рисование под спокойную классическую музыку снимает психофизическое напряжение и создает ровный эмоциональный фон всем участникам совместной деятельности. Спасибо за просмотр. Уважаемые зрители и слушатели, я сейчас подведу небольшой итог. Конечно, достаточно дорогое оборудование, этот прозрачный мольберт, тем более, если это напольный, большой. Но хочу сказать, что этот прекрасный инструмент для работы можно сделать самим. Вот нам, например, посчастливилось, потому что у нас 2 самодельных мольберта из оргстекла. Нам сделал один очень хороший, такой хороший мой муж, сделал сам. Мы покрасили акрилом и замечательно работаем. То есть можно сделать даже своими руками. Ну и вот, что касается творчества, да, ребенок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса через приобретение конкретных навыков к профессиональному самоопределению, что также важно для детей, для успешной их социализации в обществе. И развивая творческие способности у детей с ОВЗ, мы создаем условия для успешной адаптации в нашем социуме. Равные возможности даем для дальнейшего существования в нем. И вот творчество, все это для детей с ОВЗ получило новое направление, достаточно арт-терапия называется, да, в работе с детьми с ОВЗ. Более подробно об этой арт-терапии вам тоже расскажет Марина Владимировна. Итак, значит, термин арт-терапия произошел от латинского слова арт – искусство. А я кто переключает? Арт – искусство и плюс терапия. Да? То есть это направление психотерапии, психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. Метод арт-терапии в коррекционной работе позволяет получить позитивные результаты. То есть он обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование, придает даже в случае агрессивного проявления у человека социально приемлемые допустимые формы. Облегчает процесс коммуникации, да, как мы уже говорили, для замкнутых, стеснительных, слабо ориентированных на общение людей с ограниченными возможностями здоровья. Дает возможность невербального контакта тем, кто не может вербально общаться, и способствует преодолению коммуникативных барьеров. Создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к саморегуляции. То есть это еще организует человека. Ну и, конечно, оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, переживаний и эмоциональных состояний. Создает предпосылки для регуляции эмоциональных состояний и реакций. Конечно же, повышает личностную ценность, содействует формированию позитивной я-концепции, повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданным ребенком с ОВЗ. То есть хвалить и восхищаться мы должны, взрослые, и обязаны. Цель арт-терапии
не создать объект искусства ни в коем случае, а работать с собственным «я», с внутренним миром человека. Эта цель его и отличает от самого процесса Да. творчества. Если творчество ориентировано на создание какого-то объекта искусства, да, то арт-терапия – это мы делаем объект и познаем процесса. собственное «я». Да, Ради процесса, ради результата более другого, не продуктивного, а внутреннего, неощутимого, такого вот, но, безусловно, важного. Мы фокусируемся не на результате, а на процессе, и важно находиться рядом в этот момент, наблюдать, бережно следовать за ребенком, не навязывая свое видение мира, ни в коем случае не загоняя в какие-либо рамки. Здесь и происходит сама терапия за счет свободы. С какими же проблемами с помощью арт-терапии можно работать? Мы сейчас посмотрим. Вот на слайде ряд проблем. Пожалуйста, перечитайте их. Внимание здесь направлено на телесные ощущения, что человек проживает во время арт-терапии, как мы уже говорили. Вскрытие проблемного психологического материала с одновременным вниманием к внутренним ресурсам автора. Важно показать человеку, каким потенциалом он обладает, потому что, безусловно, мы все обладаем каким-либо потенциалом, просто не думаем, не знаем зачастую об этом. В арт-терапии нет понятия правильно и неправильно. И совершенно здесь не важно уметь рисовать, лепить, не важны навыки и таланты. Важно только то, как человек проживает свои эмоции во время сеанса и как он передает их в свою работу. Значит, некоторые этапы мы сейчас так быстренько посмотрим. В арт-терапии это подготовительные. Если мы работаем с ребенком с ОВЗ, важно встретиться обязательно с родителями и проговорить методы, которые будут использоваться в работе. Основной этап – это, собственно, работа с ребенком. Формируется система психотерапевтических отношений и начало изобразительной деятельности ребенка. Основной этап – это, да, мы посмотрели. Далее укрепляем, развиваем психотерапевтические отношения, и наиболее продуктивная изобразительная деятельность здесь идет, когда позади уже этап адаптации и пошла работа. Выбирает ребенок сам краски, карандаши, пластилин и другие материалы, чем он хочет заниматься. Предоставляем выбор. И терминация – это завершающий этап. Арт-терапия, когда, значит, это не творчество, да, как сказала Виктория Викторовна, когда мы рисуем, мы расслабляемся, снимается эмоциональное напряжение, это некая петля в реальность, потому что продукт творчества ребенка необходимо облачать в слова. Не просто нарисовали и забыли, а проговорили, обсуждаем каждую деталь произведения, рассматриваем и изучаем ее с ребенком, проживаем это еще раз, то есть происходит некая рефлексия. Значит, далее на слайде методы арт-терапевтического процесса. Изотерапия – это рисование красками, карандашами, пальчиковыми красками. Цвета- или хромотерапия – направление, в котором используется воздействие цветовой гаммы, работаем мы с цветом. Библиотерапия – это чтение, сочинение, пересказы собственных историй, либо литературных произведений, в которых самый главный герой – это ребенок. Дальше песочная терапия, терапия с водой, игротерапия, да, доступно всем, удобно и понятно. Драматерапия, отыгрывание с помощью постановок негативных ситуаций, которые могут проявляться в жизни детей. Драматизируем, да? Игра, драматизация. Танцевально-двигательная терапия, куклотерапия, используем любых кукол, пальчиков, перчаточных, любой театр. И современное, более новое такое направление, фототерапия, относительно новое, это вызывает целую гамму эмоций, особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья. Итак, это процесс арт-терапии, это процесс творческий. Главное получение удовольствия, а не результата продукта. Позволяете ребенку выбрать самую главную методику и материалы. Да? И как показывает практика, младшие дети, как правило, выбирают песок, а школьники – гуашь. И любые усилия в ходе работы должны быть интересный, оригинальный и понятный, приятный ребенку. Дети не должны испытывать никаких затруднений в работе во время творческого процесса, только все ради удовольствия и, как говорится, отдышаться, да, получить заряд эмоций и выдохнуть что-то нехорошее, неприятное. Самый популярный вид арт-терапии – это рисование. Для него, конечно, подойдут любые художественные материалы. Краски, карандаши, Виктория Викторовна уже говорила, да, восковые мелки, пастель, бумага различной фактуры, кисти любых размеров и жесткости, пластилин, рисование на стекле, как мы, да, говорили уже.
Далее песочная терапия. Кто из нас не играл в детстве в песочнице? Это сенсорная нагрузка. Очень полезно лепить фигурки из песка, рисовать на песке, ведь именно так мы можем развивать мышление, фантазию. Это очень немаловажно, и мелкую моторику пальцев. Ну, конечно же, сенсорную нагрузку, да, тактильную чувствительность мы тоже берем в расчет. Танцевальная терапия. Эта методика позволяет раскрепостить ребенка не только физически, но и эмоционально. В данном случае тело является инструментом, а движение – процессом, помогающим пережить, распознать и выразить свои чувства. Просто включайте любую хорошую, любимую музыку и танцуйте вместе. Не предлагайте, не навязывайте каких-либо движений, пусть ребенок выбирает их сам. Музыкальная терапия. На сегодняшний день существует пассивная и активная форма музыкотерапии. При пассивной музыкотерапии прослушивают дети просто музыкальные произведения и соответствуют, которые определенному психологическому эмоциональному состоянию, какую задачу мы решаем в данный момент. Мы просто слушаем, напитываемся музыкой. А при активной музыкальной терапии дети сами участвуют в исполнении музыкальных произведений. Более подробная консультация моя о музыкальной терапии в работе с детьми с аутизмом находится на сайте, муниципальном сайте «Рассвет». Можно вступить, подписаться на новости сайта «Рассвет» в группе ВКонтакте. Так и называется группа сообщества «Новости сайта «Рассвет». Вот. И можно увидеть там подробную консультацию по теме музыкальной терапии. Далее, игротерапия. Самое доступное для детской аудитории, понятное, интересное дело. Дети играют с удовольствием. Главное предоставить им выбор материалов, выбор игрового оборудования, увлечь эмоционально, вовлечь туда детей. И это показать еще, да? Показать, как взаимодействовать с игрушками, игровым материалом и что с ними делать, потому что очень часто детям с ОВЗ, как я уже говорила, игра недоступна бывает. Да, это тоже нужно их учить. Поэтому есть такое понятие обучения игре. Мы тоже с Викторией Викторовной говорили об этом и представляли видеоконсультацию на эту тему. Вы можете найти ее в видеозале Республиканского центра консультационного. Там есть наши консультации на эту тему. И последний слайд – сказкотерапия. Значит, хотелось бы тоже небольшой сделать анонс следующей нашей встречи, которая пройдет в декабре. Подробно о сказкотерапии, о знакомстве детей с ОВЗ с художественными литературными произведениями, о заучивании стихотворных текстов, о понимании содержания сказки, потешки, детского стихотворения. Мы будем подробно говорить, показывать 2 замечательных видеоматериала из опыта работы нашей, из практики будем показывать в декабре. По-моему, 15 декабря. Присоединяйтесь, пожалуйста, коллеги и родители, если хотите узнать подробнее об этой теме. Итак, подводя итог всему сказанному, да, мы понимаем, что творчество для детей – это основной такой момент, развивающий характер, носит и коррекционный. Да. Арт-терапия, где можно такие вещи увидеть, да, бывают такие кружки, ну не кружки даже, а тераписты, студии, да, есть в нашем Воркуте, вот в городе арт-терапист Ольга Борисовна, к ней можно записаться на занятия подгрупповые, групповые там она проводит. В общем, ищите, уважаемые родители, ищите и находите для детей то, чем он захочет заниматься, будет заниматься с удовольствием, будет поглощать эту информацию и творчески самовыражаться. Да, ну а то, что в наших руках, то, что доступно нам сделать прямо сейчас, то, что всегда есть под рукой, это, пожалуйста, вот наши супер рисовашки и чистые наши ручки, и ничего не запачкалось. Рисование на прозрачных мольбертах можно попросить сделать папу или дедушку, ну или купить. И, конечно, усыпать весь дом песком, крупой и пластилином тоже почему нет, как один из вариантов. Развивайтесь. Спасибо за внимание. Да, спасибо за внимание. Благодарим коллеги и родители. Если есть вопросы, можете задавать. Пожалуйста, задавайте еще. Да, мы с вами вот находимся. Спасибо за добрые отзывы. Может быть, есть вопросы. Мы с удовольствием ответим. Но если вопросов нет, то вы можете написать нам через Республиканский консультационный центр. Если возникнут какие-то вопросы, запросы на консультирование, пожалуйста, обращайтесь, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Да. И также ждем вас в декабре, 15 декабря. Подключайтесь, присоединяйтесь. Мы продолжим тему, посвященную
литературным произведением сказкотерапии. Всего доброго вам. Мгм. Спасибо за внимание. До свидания, всего доброго.